История архива неразрывно связана с историей района. Сабинский муниципальный район образован в 1930 году, расположен на севере Татарстана, в центральной части Предкамья, в Предкамской экономической зоне. Площадь района составляет 1,62% от общей площади Республики Татарстан. 19 сельских и одно городское поселение объединяют 67 населенных пунктов. Населенные пункты, как люди, каждый из них имеет свою судьбу, свою историю, свои отличительные черты. Село Богатые Сабы – одно из древнейших. Оно упоминается и в историческом народном достании Идыгей, наш священный город Булгар. Ему подчинены Сувар и высоковоротная Казань, Джукетау над гладью речной и Сабы в глубине лесной. Территория района занимает верхнюю часть бассейна реки Мёша. В основном это холмистые равнины, разделенные речными долинами на широкие и пологие гряды, которые в свою очередь расчленяются балками и мелкими долинами небольших рек на более мелкие второстепенные гряды и пологие холмы. Наша память хранит многое – события, факты, лица, но человеческая память – вещь достаточно хрупкая, имеет свойство стирать ненужное, преломить прошлое в свете сегодняшнего дня. Наверное, поэтому для общества в целом важна социальная память. Память, воплощенная в архивных документах. Точная дата образования Сабинского районного архива неизвестна. В докладе управляющего Центрального архивного управления ТАСС СССР Ямпольской о деятельности управления за 1930-35 годы шла речь об организации районных архивов. Из 60 районов на 1 июля 1935 года организовано 40 районных архивов. Причем 37 из них организованы в 1933-35 годах. Намного лучше обстоят дела в нескольких районах, а также в Сабинском. Однако в протоколе номер 15 расширенного заседания членов Президиума Чурилинского волостного исполнительного комитета Арского кантона от 3 марта 1930 года отмечается, что в прошлом году в связи с переездом на другое место волостного исполнительного комитета и отсутствием места для размещения архива и в связи с дальностью и ветхостью зданий архива из денег, выделенных на ремонт 25 рублей, использовать на организацию архива в одном из кабинетов волостного исполнительного комитета. В воображении людей, далеких от архивной жизни, так и рисуются длинные коридоры стеллажей с тоннами бумажных папок. Безусловно, сбор, хранение и поддержание должного состояния документов, выдача копий или архивных справок посетителям – одной из главных функций архива. Но не единственная. Работа здесь самая разная. Сотрудники этой службы также участвуют в издательских проектах, готовят различные выставки на основе документальных материалов, проводят экскурсии. Заведующим архива исполнительного комитета Сабинского района Совета депутатов трудящихся с 11 апреля 1955 года была Валиуллина Хазяр. Затем с 23 октября 1960 года заведующим архива стала Галимзянова Язиля Сабирзяновна. С 20 сентября 1962 года в должность заведующей архива работала Шаймиева Зульфия Шаймиевна. С 7 августа 1968 года заведующей архива была Шарипова Файрузя Касимовна. С 17 марта 1979 года в должности заведующим архива исполнительного комитета Сабинского района народных депутатов работал Нуруддинов Фаргат Маскутович. С 19 марта 1983 года заведующим архивом был Сайфуддинов Марат Габдляхатович. С 5 января 1987 года заведующей архивом отдела стала Латыпова Роза Раушановна. С 17 июля 2013 года начальником архивного отдела исполнительного комитета Сабинского муниципального района Сиразуддинова Альбина Накиповна. Главные специалисты архивного отдела исполкома с 15 августа 2013 года Закирова Ильсияр Назиповна. С 10 февраля 2017 года Таипова Лейсан Рамилевна. В архивном отделе исполкома Сабинского муниципального района в последние годы в плане финансирования и материально-технического оснащения произошли заметные улучшения. С ноября 2013 по март 2014 года был проведен капитальный ремонт нового архивохранилища площадью 104,86 квадратных метров в подвальном помещении здания. В ходе проведения капитального ремонта были решены многие проблемы, вопросы обеспечения сохранности документов и организации их хранения. Архивохранилище полностью оснащено современной охранной пожарной сигнализацией, ручным пожарным извещателем, светящимися табло «Выход» над входами в хранилище, средствами пожаротушения и пожарной безопасности.
Все документы были перемещены из старого архивохранилища в новое. В связи с этим с 2014 по 2015 годы проведена объемная работа наличия и состояния, полисная полная проверка документов. Большим плюсом в работе отдела в 2017 году была установка мобильных передвижных стеллажей, что позволило заменить старые стеллажи и увеличить вместимость хранилища с 296 погонных метров стеллажей до 882. Передвижные стеллажи, в отличие от стационарных архивных стеллажей, решили задачу не только хранения документов, но и более рационального использования имеющихся площадей. В рамках государственной программы развития архивного дела в Республике Татарстан на 2016-2020 годы в этом году будет проведен ремонт в помещениях архива. У архивных документов своя жизнь. Ей определен срок, постоянный. Что значит вечной жизни? Жизнь, рассчитанная на века, должна быть достойной. Приятно сознавать, что такие достойные условия созданы в нашем архиве. На сегодняшний день архивный отдел является структурным подразделением исполнительного комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан. Действует в соответствии с положением об архивном отделе, утвержденного в 2006 году. Работа архива направлена на сохранение, пополнение и использование документов архивного фонда муниципального района, комплектование фондов документами постоянного хранения, документами по личному составу ликвидированных предприятий, своевременное исполнение запросов, поступающих в архив, и удовлетворение потребностей органов государственной власти и местного самоуправления в получении архивной информации. Штатная численность работников отдела установлена исполнительным комитетом Сабинского муниципального района. На сегодняшний день составляет 2 единицы. Начальник архивного отдела, главный специалист архивного отдела. Вопросы комплектования архивного фонда Республики Татарстан, в том числе работы со списками организаций, источников комплектации, определение состава организаций, создающих документы, которые имеют историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являются одним из приоритетных направлений в деятельности архива района. В архивном отделе в списке номер 1 организации источников комплектования числится 35 организаций. В настоящее время на хранении в архиве находится 151 единица фондов. В архивном отделе хранится всего 21 454 единиц хранения. Из них управленческая документация 15 043 единицы хранения. Документы по личному составу – это документы ликвидированных организаций 6 411 единиц хранения. 76 фотодокументов. В архивном фонде муниципального района хранятся документы с 1929 по 2013 годы. Архивный отдел обеспечивает единый порядок формирования, хранения, учет и использования архивных документов и имеет для этого соответствующую материально-техническую базу. Внедрены программы для электронного информационного взаимодействия с отделениями пенсионного фонда. В марте 2013 года был внедрен в работу программный комплекс VIPNet клиент. Целью данного проекта является организация защищенного электронного документооборота. Развивается практика оказания государственных и муниципальных услуг через многофункциональные центры, взаимодействие с которыми осуществляется на основе соответствующих соглашений. Эта практика удобна для пользователей. К тому же существенно сокращает время на обработку запросов работниками архива. У каждого архива есть важная цель – сделать поиск по документам более быстрым, простым и доступным как для архивистов, так и для любого гражданина. Свое приближение к цели архивисты напрямую связывают с показателями объема данных, заведенных в программу «Архивный фонд» на уровне дел. Введение данных в электронную базу «Архивный фонд» полностью завершено за период с 2014 по 2016 годы. В 2016 году в рамках реализации государственной программы развития архивного дела в Республике Татарстан на 2016-2020 годы создана единая архивная информационная система Республики Татарстан, предусматривающая подключение к ней государственных и муниципальных архивов. Управленческая документация архивного отдела содержит сведения, отражающие социально-экономическое развитие района, жизнь народа, проживающего в нем на разных этапах его развития. Она ежегодно пополняется документами, имеющими важное историческое и практическое значение. На фотодокументах запечатлены исторические важные события в истории Сабинского района.
Материалы архива регулярно используются для организации выставок. В своей работе муниципальный архив также широко применяет такие формы работы, как организация выставок, мероприятий, семинаров по обмену опытом. В 2013 году по подготовке списка героев тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 годов архивным отделом была проведена работа по сбору данных о лицах, которые были награждены различными государственными наградами. В рамках празднования 95-летнего юбилея Государственной архивной службы Республики Татарстан в 2014 году на сайте Архивной службы Республики Татарстан была организована документальная межархивная интернет-выставка «История Республики Татарстан в документах муниципальных архивов». Было предоставлено огромное количество значимых по содержанию документов с 1929 по 2005 годы. С 2014 года ежегодно начальником архивного отдела исполнительного комитета в эфире местной телерадиокомпании «Сабаду Канара» производится отчет о проделанной работе. В 2015 году в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на сайте района была организована документальная интернет-выставка с использованием архивных документов, сформированных в годы Великой Отечественной войны. Использована документация исполнительного комитета Сабинского муниципального района Совета народных депутатов, а также редакция газеты «Сабаду Канара» Сабинского района. В октябре 2015 года было выступление на семинаре Зонально-методического совета архивистов Зеленодольской зоны на тему обеспечения сохранности документов архивного фонда Республики Татарстан в городе Буинске. В апреле 2016 года архивный отдел Сабинского муниципального района принял активное участие в документальной межархивной интернет-выставке «История народного просвещения и образования в Республике Татарстан в документах муниципальных архивов». 23 ноября 2016 года архивный отдел принял участие в выездном семинаре в городе Елабуга на теме «Актуальные проблемы архивного дела Республики Татарстан». В 2016 году с целью повышения квалификации профессиональной деятельности начальник архивного отдела прошел обучение по программе ведения архивного дела в современных условиях в Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского Приволжского федерального университета. В 2017 году архивный отдел района совместно с Сабинской центральной районной библиотекой имени Абрара Каримуллина провел патриотический час «Ничто не забыто» с участниками 6 класса в Сабинской гимназии. В холле исполнительного комитета Сабинского муниципального района активом района была организована выставка, посвященная 72-й годовщине Победе в Великой Отечественной войне из материалов архивного отдела нашего района. В апреле текущего года Государственным комитетом Республики Татарстан по архивному делу и местным отделением ТРО ВПП «Единая Россия» муниципальных образований Республики Татарстан под руководством Общественного союза по реализации партийного проекта «Историческая память» была запущена акция «Письма военных лет». В связи с этим архивным отделом была проделана объемная работа по оцифровке писем. Письма военных лет размещены на портале архива Республики Татарстан в разделе «Письма военных лет». Из Сабинского района размещено всего 68 писем. В течение года силами Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу были организованы обучающие семинары по актуальным проблемам архивного дела. В июле 2017 года начальник архивного отдела прошел стажировку в государственном бюджетном учреждении Государственный архив Республики Татарстан по обеспечению сохранности архивных документов. С целью повышения квалификации профессиональной деятельности в декабре 2017 года прошло обучение по теме «Правовые основы доступа к архивным документам и архивной документной информации» с участием сотрудников Всесоюзного научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. Сабинский муниципальный район Республики Татарстан – динамично развивающийся район республики. Под руководством главы Сабинского муниципального района Раисы Нургалиевича Миннаханова Сабинский муниципальный район стал одним из передовых районов Республики Татарстан, внедряющих в жизнь новые формы работы, новые технологии, инновационные программы. Архивный отдел также не остается в стороне и участвует в проектах по обеспечению сохранности архивных документов с использованием современных архивных технологий. Одним из перспективных направлений деятельности архивного отдела с точки зрения новых технологий является оцифровка документов архивного фонда для создания их электронных копий. Современная жизнь с ее высокими скоростями и темпами движения требует высокую оперативность в предоставлении информации. Бывает нужно быстро подготовить документы для подписания, сделать копии. При работе с бумажными архивами оперативность теряется.
Бумажные документы желтеют, выцветают, подвергаются грибковому воздействию и многим внешним факторам. Это далеко не полный перечень неудобств, с которыми приходится сталкиваться при работе с бумажными архивами. Но при этом существует достаточно простой и удобный способ решения проблемы – оцифровка документов. С этой целью в 2017 году, приняв участие в конкурсе на получение грантовой поддержки по государственной программе развития архивного дела в Республике Татарстан на 2016-2020 годы и публично защитив грантовый проект «Архивы будущего» начинаются сегодня. Архивный отдел выиграл грант на сумму 480 тысяч рублей. 20 декабря 2017 года на базе архивного отдела исполнительного комитета Сабинского муниципального района состоялся семинар-практикум по оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде муниципальными архивами. Подготовку прошли представители территориальных подразделений Пенсионного фонда России и многофункциональных центров Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу, представители архивной службы Республики Крым, а также руководители муниципальных архивов близлежащих районов, такие как Арский, Атнинский, Балтасинский, Кукмарский, Мамадышский, Рыбно-Слободской и Тюлечинский. Участники ознакомились с алгоритмом подачи заявлений на получение архивных справок о стаже и заработной плате через портал государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан. Приняли участие в практическом занятии по созданию электронного фонда пользования. На примере проекта «Архивы будущего» начинаются сегодня, реализуемым в рамках грантовой поддержки муниципальных архивов Республики Татарстан в 2017 году. Архив завтра. Каким бы он ни представлялся, он остается и будет кладовой памяти человечества, постоянным источником познаний и проверки истины, связующим звеном между прошлым и будущим, хранителем информации, накопленных знаний для передачи нашим потомкам